Welcome, dear viewers. Приветствую, уважаемые зрители. Добро пожаловать на международную дискуссию. 7 мая 2022 года состоялся глобальный форум «Мы – люди, мы хотим жить», организованный волонтерами из 180 стран. Это событие транслировалось в прямом эфире на тысячах каналов и платформ. Форум переводился на более чем 100 языков. Мы поднимали жизненно важные темы, представляющие угрозу для человечества, такие как изменение климата, войны, проблемы с экологией, нехватка питьевой воды, голод, торговля людьми, рабство и многое другое. Многие из этих тем обсуждаются и в средствах массовой информации. Но сегодня в большинстве случаев никто не называет истинных причин всех этих событий и тем более не предлагает никакого эффективного решения. И этот формат международной дискуссии является платформой не только для расширения этой дискуссии, углубления в эти темы, но и выработка решения. И в сегодняшнем обществе мы должны объединить наш потенциал. И мы также очень рады, что у наших почетных гостей есть ценный опыт. И сегодня вместе мы наметим конкретные шаги, как уйти от общества потребления и какова истинная цена всех этих вопросов, этих проблем, с которыми мы сталкиваемся. И сегодня очень важно понять, что каждый человек ценен. И очень здорово, что вы нас смотрите. Спасибо. Да, действительно. И созидательное общество — это платформа для объединения всего человечества. Поскольку объединение людей — это ключ к переходу от потребительского формата общества к новой модели, в котором человеческая жизнь стоит на первом месте, и нет власти одного человека над другим. Нет уверенности в завтрашнем дне, нет кризисов и инфляции. И это абсолютно реально. Но требует нашего активного участия. Что и сделали наши сегодняшние участники. Они приняли решение активно участвовать. Вот почему для меня большая честь представить наших сегодняшних гостей. Закию Хан, основательницу фонда Harmat The Helping Hand и Zakia Harman Foundation, владелицу компании Alzac Enterprises, вице-президента Техалка, общественного деятеля и активиста по правам женщин из Индии. Добро пожаловать, Закия. А также Беньямин Хэн. Беньямин является активным участником созидательного общества. Беньямин из Германии. Добро пожаловать, Беньямин. Willkommen, Freunde. Schön bei euch zu sein. Thank you very much, Benjamin. Спасибо большое, Беньямин. Сегодня мы обсудим следующие темы. Благотворительные фонды. Являются ли они решением наших сегодняшних проблем? Если нам удастся взять на себя ответственность и построить созидательное общество, как мы все сможем извлечь пользу из существующих технологий, которые уже есть сегодня, но не используются в нынешнем потребительском формате. Мы также детально поговорим о тех преимуществах, которые созидательное общество принесет нам, людям, каждому из нас, а также о том, как распространить идеи созидательного общества. Я хотел бы предложить начать с видео, в котором мы расскажем о текущей ситуации, о том, как организации делают вид, что решают проблемы. Возможно, ты думаешь, что с тобой этого никогда не случится, а тем людям оказали всю необходимую помощь, и они сейчас в безопасности. И действительно, на сегодняшний день существует огромное количество организаций и фондов, призванных помогать людям. Крупнейшая из них — Организация Объединенных Наций —
позиционирует себя как гарант мира и безопасности человечества. На протяжении десятилетий с высоких трибун мы слышим красивые лозунги и обещания. Если послушать эти громкие заявления, может показаться, что еще чуть-чуть, и мы решим все наши проблемы. В мире не останется нищих, голодных, прекратятся войны, и все мы будем жить хорошо. Ведь под эгидой ООН работает более 100 международных организаций, созданных для того, чтобы решать мировые проблемы. На каждую новую проблему создается новая организация. Ежегодно государства-члены ООН платят огромные суммы взносов в эти организации. По факту это деньги из наших карманов. Это те налоги, которые мы платим государству. За период с 2010 по 2020 год, по официальным данным, только 44 организации ООН собрали 540,4 миллиарда долларов. Взносы в организацию ООН за 10 лет выросли на 58%. Но давайте посмотрим, каких результатов мы достигли за этот период времени. Наибольшее количество денег направляется сегодня на решение проблем голода. Основными организациями ООН, которые призваны решить эту проблему, являются Всемирная продовольственная программа и Продовольственная и сельскохозяйственная организация. За последние 10 лет ими собрано 79,8 миллиардов долларов. По текущим оценкам в мире голодает почти 690 миллионов человек, и 750 миллионов человек страдают от острой нехватки продовольствия. Сама продовольственная и сельскохозяйственная организация прогнозирует еще больший рост голода до 2030 года. 841 миллион человек. Поэтому Всемирная продовольственная программа планирует потребности финансирования на 2022 год уже в 13,9 миллиардов долларов США. То есть они говорят, что голодных будет больше, поэтому им нужно больше денег. Возникает закономерный вопрос. Как получается, что при постоянно растущем финансировании сама проблема становится только острее? Давайте посмотрим на еще одну проблему – проблему беженцев. За последние 10 лет количество беженцев выросло в 2 раза. И в 2020 году составило 82,4 миллиона человек. Проблемами беженцев занимается Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев. За последние 10 лет финансирование этой организации выросло на 56%, достигнув в 2020 году 4,8 миллиардов долларов. Давайте посмотрим, какую помощь они предоставляют людям. Одно из направлений помощи беженцам – это обеспечение жильем. На своем сайте они заявляют: «Основная часть нашей миссии по защите заключается в том, чтобы гарантировать доступ к надлежащему убежищу в чрезвычайных гуманитарных ситуациях. Мы предоставляем палатки, раздаем пластиковую пленку и разрабатываем стратегии, инструменты и рекомендации в чрезвычайных ситуациях, а также оказываем неотложную помощь тем, кто в ней больше всего нуждается. В холодные ночи или в жаркие дни наша помощь может оказаться решающим фактором между жизнью и смертью». В экстренной ситуации брезентовые палатки – это адекватная краткосрочная мера. Но люди живут в таких палаточных лагерях годами, в нечеловеческих условиях, без надежды на будущее. Из-за отсутствия даже элементарных условий санитарии люди умирают от инфекционных заболеваний. Кому выгодно, чтобы проблема не решалась? Пока есть проблема, есть финансирование. А если проблема решится, то не будет финансирования, а значит и самих организаций. Пока есть финансовый интерес, пока на этом кто-то зарабатывает, проблему никто решать не будет. Сама ООН по своей структуре очень напоминает транснациональную корпорацию. Есть головная компания, которая координирует и управляет деятельностью других своих компаний, но каждый бренд является отдельной бизнес-структурой. В 2020 году на содержание бюрократического аппарата ООН было потрачено более 3,7 миллиардов долларов.
На зарплаты сотрудникам и директорам, медицинские страховки, отпуск, перелеты бизнес-классом и прочие расходы. Только на реновацию Дворца наций в Швейцарии, где расположена штаб-квартира ООН, запланировано 871 миллион долларов. На эти деньги можно было бы построить с применением технологии 3D-печати 174 тысячи домов. Скольким семьям беженцев могло бы помочь это жилье? Но, увы, строительство домов для нуждающихся не входит в приоритет их помощи. Что мы имеем в итоге? Многочисленные организации, на которые мы возложили ответственность решать серьезные проблемы человечества, при ближайшем рассмотрении оказались просто бизнес-структурами. Становится очевидно, что есть прямая заинтересованность в нарастании и усугублении проблем. Другими словами, кому-то выгодно, чтобы люди голодали, выживали и воевали друг с другом. И в этом весь цинизм потребительского формата общества. Создание видимости решения проблем без реальной цели ее искоренить – это принцип потребительского формата. При таких условиях это равносильно анестезии при смертельной болезни. И даже закрытие или реформирование каких-либо организаций или увольнение отдельных лиц не спасет ситуацию. Ведь на их место придут новые и будут делать то же самое – зарабатывать на наших жизнях. Сегодня из-за нашей молчаливой поддержки потребительского формата мы все находимся на краю пропасти. Стремительное нарастание всех кризисов вскоре приведет к тому, что мы все, без исключений, окажемся в катастрофическом положении. Какую помощь мы получим? Кусок брезента для укрытия и пару бутылок с водой? Yeah, so after watching the whole forum, Да, посмотрев весь форум и реально исследовав глубоко этот вопрос, мы понимаем, что пока есть проблема, есть и финансирование. И у нас есть одна просьба. Представьте себе ситуацию, когда проблемы голода и бедности будут решены. Тогда уже не будет никакого финансирования. А ведь в этих организациях работают миллионы людей, чья жизнь и жизнь их семей привязаны к этому финансированию. Люди, которые имеют искреннее намерение помогать другим. И в результате нынешнего формата, в результате сложившейся ситуации, они просто потеряют работу. В нашем обществе это реальная проблема. Но в созидательном формате общества у каждого есть базовый доход, и жизнь каждого человека обеспечена. Основные потребности обеспечены. Безработные люди могут легко сменить сферу деятельности и помогать другим людям. Они могут применять знания и навыки в другой области без каких-либо вопросов, без всяких проблем. И этот подход уже применяется в разных странах. Так что они по-прежнему могут работать во благо и для улучшения жизни других людей. Есть много технологий, которые могут быть использованы. И именно это меня очень впечатлило на конференции. У меня вопрос к нашим гостям. Может быть, у вас есть комментарии по этому поводу? Что вас впечатлило на форуме? Пожалуйста, поделитесь с нами. Просмотр этого видео в первую очередь заставил закрыть глаза на несколько минут, расслабиться и осознать, что то, что нам показывают, очень далеко от реальности. И поскольку я человек из народа, я знаю эту реальность. Но все же иногда нам становится очень трудно создавать и приводить эти вещи в порядок. Потому что то, что происходит, это абсолютная пропаганда. То, что происходит, навязывается людям. Реальность, которую нам показывают, для чего просят женщин собирать средства, на самом деле это не является тем, чем мы занимаемся или чем кажется, что мы занимаемся. И это не единственный случай, как вы сказали.
Есть множество небольших НПО и множество мелких фондов, которые работают точно так же. Они просто пытаются получить финансирование. В течение дня мне иногда много раз звонят издалека с просьбой о финансировании. То есть есть целая общая система. Они звонят, просят дать им денег, и те, кто звонит, определенно преследуют свои частные интересы, потому что они делают свою работу, а они не делают ничего для улучшения социального благополучия населения. Но если говорить о таких людях, как я, или тех, кто старается сделать жизнь общества лучше, то они пытаются улучшить условия жизни без какого-либо финансирования. Мы не говорим, что нам не нужно финансирование, но даже если мы его получаем, то оно будет потрачено должным образом. Потому что если кто-то дает 5 рупий из своего кармана, это очень много значит. И на сегодняшний день я могу сказать, что без какого-либо соответствующего фонда или других поступлений я уже спасла больше 60 детей. Больше 60 детей, которых собирались переправить в Дубай или в какие-то другие места. И было возбуждено 11 дел по факту изнасилования несовершеннолетних, которые были рассмотрены. Я даже приняла много семей с детьми, некоторые из которых были инвалидами. Так что это не все, что нам нужно. Нам не нужно только время, или каждый раз деньги, или какие-то средства. Наш мотив, то, что мы должны сделать, это рассказать о вашей платформе, чтобы люди увидели, как вы действуете в соответствии со своими стремлениями и целями. И люди начнут присоединяться к вам. Так это и происходит в созидательном обществе. Вы начали с одного канала, а теперь у вас такая широкая аудитория. И почему? Потому что мы знаем, что кризис существует, и это происходит. Мы говорим, и вы говорите. Я сейчас говорю. В этот момент, когда идет наша дискуссия, даже прямо в этот момент какая-то девочка может быть изнасилована, или ребенок может умереть из-за голода. Беременная девочка может сделать аборт. Это может быть девушка или женщина, или кто угодно. Или это может произойти из-за безработицы, из-за кризиса, из-за голода или по другим причинам. Ведь уровень преступности на сегодняшний день очень вырос. То есть в то время, пока мы с вами беседуем, с кем-то может что-то случиться. Поэтому нам необходимо найти решение, потому что мы все знаем, что происходит сейчас. И это действительно происходит. Возможно, что-то одно происходит в моей стране, а что-то другое в вашей. Возможно, у нас случаи изнасилования более частые, а у вас может быть голод или какие-то высокие долги. Так что в целом проблем становится все больше. И как нам найти же решение? В чем именно заключается это решение? Я всегда разговариваю со своими коллегами и говорю им, мы должны создать то, чтобы работало параллельно правительству. И почему параллельно правительству? Потому что правительство делает то, что должно делать. Они разрабатывают политики, воздвигают лозунги, а потом просто оставляют все как есть. И вы, наверное, слышали о глобальном кризисе кислорода и нехватке ИВЛ-аппаратов, несмотря на то, что он оказывал благотворительную помощь Индии. В то же время было много знаменитостей и других людей, занимающихся гуманитарной помощью, которые пытались помогать. Вся эта благотворительная помощь пошла в фонды гуманитарных благотворительных организаций. И будучи активистом TI и общественным активистам, особенно помогая женщинам, я могу сказать, что мы потратили много времени, чтобы правительство предоставило данные, как именно используются эти средства, потому что в стране были серьезные проблемы
даже после получения большого количества ЭВЛ-аппаратов. Люди все еще умирали из-за нехватки кислорода. И был ли это на самом деле кризис кислорода? Нет. А почему нет? Потому что они ставили свои потребности на первое место. И ЭВЛ-аппараты просто исчезали. Их просто не было. Я знаю, мои слова могут стать причиной того, что меня будут ненавидеть в моей стране, но это ведь горькая правда. И это нельзя отрицать. Нельзя просто закрыть глаза и жить дальше. Ее нужно принять. И приняв это, что мы можем с этим сделать? Вы можете создать систему баланса. Сбалансированная система — это то, над чем мы должны работать. Сбалансированная система — это то, что создает созидательное общество. Смогу ли я в одиночку удовлетворить потребности каждого? Нет, это невозможно. Я не могу себе это представить. У меня нет такой возможности. Но, по крайней мере, я могу поддерживать тех, кто могут помочь в этом. Именно в это вы и делаете. И я люблю вас за это. Это очень ценно, потому что я делаю то, что могу в Индии, а вы делаете это для всех людей. И даже некоторые жители Индии, которые, возможно, не беспокоятся о происходящем, не беспокоятся о том, чем я занимаюсь, поймут и придут ко мне через вашу платформу. Так что именно мы делаем? Мы просим каких-то средств? Нет. У меня есть своя профессия. У меня есть свой бизнес, который работает. И выполняя свою работу, если я заработаю 10 рупий, это поможет удовлетворить основные потребности моих детей, обеспечить содержание дома и удовлетворить мои потребности, чтобы сохранить достаток в моей семье. Но кроме этого, все, что я зарабатываю при моей социальной активности или в своем бизнесе, или другой активности, я организую, например, выставки или что-то такое, что-то в этом роде. Все это платформа, и я ее могу использовать. Но кто будет это инвестировать? Не думаю, что все. Не думаю, что все будут инвестировать. Например, есть около 80 человек. Когда я, например, пеку что-то для благотворительной организации, но сколько из них придут? 9. Но этих 9 мне достаточно, потому что это значит, что я знаю, что так или иначе, когда-нибудь это принесет свои плоды. Это вера и мотив того, что мы делаем. Я говорила, что не могу сделать всю работу. То кто же будет ее делать? Те, кто связаны со мной. И почему они связаны? Потому что они увидели, что вы работаете, что вы берете деньги из их кармана и вкладываете их правильным образом. Или вы доверяете, или можно доверять этому хорошему человеку. Теперь он или она тоже готовы сделать то же самое. Может быть, не инвестируя, но они могут сделать какой-то юридический вклад или в правовую часть работы. Этот человек может нести свой вклад в медицину или в образование. Многие организации, многие люди вносят свой определенный вклад, но вы должны решить, действительно ли вы хотите этого, действительно ли желаете, или вы просто хотите поговорить об этом. Потому что проблема никогда не закончится. Нужно говорить о решении. А решение там, где вы находитесь, то, с чего вы начинаете. Возьмем, например, пример Гандиджи. Если бы он не начал действовать, люди никогда не присоединились бы к нему, и мы никогда бы не обрели свободы. Примеров много. И не только он. Может быть, множество примеров, но это то, что меня действительно привлекло, и мы должны это делать. Кроме того, мы должны разрабатывать более подробную и масштабную программу.
Определенно мы можем начать с небольших мероприятий, где мы даже можем попросить несколько компаний, показав нашу деятельность, попросить о честной благотворительности с полностью прозрачными операциями, потому что в наши дни все на бумаге. Но прозрачность — это испытание, а правда где-то далеко, очень далеко. Правды нет. Это все картинка. В Индии есть лозунг, который можно встретить повсюду. Но этот лозунг, когда он появился, а это было где-то в 2014 году, если обратиться к записям, вы увидите, что после этого все равно появилось много пыток, много домашнего насилия, много преступлений. А почему так? Ведь это все должно было прекратиться. Лозунг уже на месте, политика уже проводится, но почему это не помогает? Почему этот лозунг не решает проблем? Потому что это все просто на бумаге. А нам нужна сбалансированная система. Это требование страны, это требование нации, это требование всех тех голодных людей, которые все еще ждут надежды, что как-нибудь, когда-нибудь через созидательное общество или через какое-то другое, или через какого-то кандидата или канал придут люди, которые действительно будут действовать. Да, спасибо. Это было очень интересно, и действительно кажется, что в каждой организации, в каждом, скажем так, благотворительной организации, даже в правительстве есть хорошие люди, готовые помочь. Есть просто люди, которые пытаются пробиться в жизни и каяться, что мы все попали в ловушку потребительского формата общества, которое заставляет нас делать эти вещи, которое заставляет нас делать это. Как вы сказали, все права человека и все остальное есть на бумаге, но это не выполняется. И вы также очень правильно сказали, что один мужчина или женщина в одиночку не могут сделать все эти изменения. Но если мы объединим всех по отдельности в своем месте, если мы, по сути, синхронизируем и объединим наш потенциал, это возможно изменить. Это можно изменить, по крайней мере, если мы начнем требовать каких-то отчетов о том, как были потрачены средства и так далее. Это уже будет начало. Так что спасибо вам большое за это. И я хотел бы обратиться к Бениамину, потому что мы также знаем, что вы являетесь активным участником проекта «Созидательное общество». Бениамин, поделитесь, пожалуйста, с нами, какие темы, прозвучавшие на глобальном форуме 7 мая, затронули вас больше всего? Да, здравствуйте. Здравствуйте, друзья. Для меня большая честь иметь возможность поделиться с вами и быть вместе с вами сегодня. Также, Закия, спасибо, я на 100% согласен с тем, чем вы поделились. На форуме были очень эмоциональные фото и видеоматериалы. Была озвучена правда, о которой я даже не подозревал, что это действительно так. Здесь, в немецкоязычном пространстве, нас все чаще обвиняют в том, что эти образы вызывают страх или что мы занимаемся пропагандой страха касательно проекта «Созидательное общество». И я действительно серьезно спрашиваю себя, не спят ли эти люди последние 2 года. И это действительно так. Многие из наших участников по всему миру сейчас переживают очень тяжелые ситуации. Обстоятельства таковы, что их дома разрушаются в результате стихийных бедствий. Многие находятся там, где идут войны, происходят беспорядки и гораздо более страшные вещи, когда их лишают возможности жить прямо сейчас. В отношении нас в западном мире нам говорят, что мы занимаемся пропагандой страха, что все это не так уж реально или плохо, что люди умирают прямо сейчас. И это не несколько человек, это
десятки тысяч людей, которые теряют все средства существования. Я сам отец 2 дочерей, и я действительно спрашиваю себя, а где же человечность? Где же то единение, которое у нас должно быть? Я действительно спрашиваю себя, является ли человек просто товаром, который продается на каком-то табло распродаж? Неужели все так плохо? Да, у нас действительно есть своего рода человечность, когда мы говорим, что мы цивилизация. Просто интересно, где? Когда нас обвиняют в таких вещах, и я достаточно четко вижу эту правдивость, один ведущий экономист поделился, как вообще возникают такие кризисы. Да? Почему? Как создаются такие кризисы? И никогда это не открывалось мне настолько ясно и однозначно. Он поделился, например, тем, что порабощение через войны всегда присутствовало в нашем обществе на протяжении последних 2-3 тысяч лет. Но экономика die letzten 2.000 bis 3.000 Jahre immer präsent in unserer Gesellschaft war. Да, он поделился, что порабощение через войны существовало. Да, у нас есть техническая проблема. Большое спасибо, Беньямин, за то, чем вы поделились. И это очень важный вопрос, который мы должны задать себе. А действительно ли мы люди? Гуманны ли мы? Мы говорим об этом повсюду. Но мы такие люди, как бы такие цивилизованные и так далее, потому что у нас есть реально современные технологии, у нас есть все. Но что мы делаем с другими людьми? Где наши сердца? Как мы можем спать спокойно, когда знаем, что другой человек в чем-то нуждается? Разве это гуманно? Закрывать глаза на различные трудности, закрывать глаза на проблемы. Сегодня мы перекладываем свою ответственность на других, на правительство, на организации. И в результате мы фактически не имеем доступа к этим существующим технологиям, которые могли бы значительно улучшить нашу жизнь. У нас их нет, потому что они невыгодны для других или просто слишком дороги. И люди не могут за них заплатить. Но в созидательном обществе это не будет проблемой. Мы не будем делегировать свои полномочия. Мы позаботимся о том, чтобы эта технология дошла до каждого и была доступна каждому человеку. И мы можем, например, взять технологии, которые уже сейчас могут спасти множество жизней. Как ты думаешь, сколько людей погибает в авариях? Ежегодно на дорогах мы теряем 1 300 000 человек. Это сопоставимо с населением Праги или Далласа и даже целой Эстонии. Только представь, за 10 лет погибают целые страны. 13 миллионов. Это больше, чем население Швеции, Кубы, Арабских Эмиратов и больше, чем Ливан и Сингапур вместе взятые. Еще до 50 миллионов людей получают травмы в результате ДТП, и большая часть из них остается инвалидами. Как ни странно, но самое слабое звено на дороге — это сам человек.
Более чем в 90% случаев основная причина аварий – человеческий фактор. Почему плата за передвижение – наши жизни? Ведь уже существуют технологии, позволяющие сделать дороги полностью безопасными. Современные автомобили способны общаться друг с другом и с окружающими объектами, чтобы избежать столкновения, предупреждать водителя об опасности и в критической ситуации брать управление на себя. В условиях ограниченной видимости распознать пешехода, животное или аварию и вовремя сманеврировать. Считывать и реагировать на дорожные знаки и сигналы светофоров, а также проецировать подсказки на дорожное полотно. Блокировать запуск двигателя, если водитель в состоянии опьянения. Считать мимику, распознать сонливость, отвлечение и подать сигнал водителю. Если он не реагирует, то автомобиль включит аварийные огни, направится к обочине и остановится. С помощью лидара и дополненной реальности создать голограмму, что позволит водителю видеть окружающую обстановку сквозь объекты. Система управления дорожным движением на основе искусственного интеллекта способна понимать полную картину дорожного движения, может управлять транспортом, предотвращать образование заторов и координировать поток машин в случае аварий. В условиях ограниченной видимости передаст сигнал в автомобиль о пешеходе, который собирается выскочить на дорогу, или о другом автомобиле, который едет на красный свет. Эта умная инфраструктура даже способна вмешаться в случае угрозы столкновения и активировать тормоза. Технологии уже позволяют дорожному покрытию впитать в себя воду и подогреть дорогу, чтобы исключить гололед, а также заряжать электромобиль во время движения. Инновации могут дополнительно защитить и пешехода. Например, умная зебра и умный светофор отреагируют на внезапные движения пешехода и создадут дополнительную дорожную разметку для водителей. Сделают переход более заметным или даже включат голографическую стену. Все эти технологии уже могли бы сделать дорожное движение безопасным и спасти миллионы жизней. Но почему они не внедряются массово в транспортную инфраструктуру и не включены в базовую комплектацию каждого автомобиля? В условиях потребительского формата спасать наши жизни – это дорого. Травмы на дорогах – это ведущая причина смертности среди детей и молодых людей. Это не роковое стечение обстоятельств, это просто геноцид. А ты спокоен сегодня, когда твой ребенок сам переходит дорогу в потребительском формате? У тебя нет другого выбора, как только надеяться, что пронесет. Самое важное, что мы просто обязаны сделать, это построить созидательное общество. Общество, где тебе не придется платить, чтобы защитить свою жизнь, где все передовые технологии, спасающие жизни, внедряются незамедлительно и доступны каждому. Созидательное общество — это общество, где важен именно ты и твоя жизнь. Это видео было введением уже ко второй теме, но прежде чем мы перейдем к ней, мы хотели бы вернуться к Беньямину и послушать о его впечатлениях о форуме до конца. Беньямин, пожалуйста, поделитесь. Да, извините, друзья, за плохую связь. Да, мы остановились на этом ведущем экономисте. И я хотел бы поделиться с вами тем, как экономисты это делают. Они намеренно приходят в страны, чтобы загнать их в большие долги и поставить эти страны в тяжелое положение. А затем ресурсы страны, которые нужны экономистам для своей страны или для финансирования их компаний, скупают за бесценок за счет высокого долга, так как эти страны
фактически остаются в начале войне, которую никто из этих людей в странах не хочет. Или просто этот кризис, экономический кризис, или как хотите называйте, все вот эти вот кризисы. Они загоняют страны в эти кризисы благодаря высокой задолженности. И долг, который создает 1% людей этой страны, придется отрабатывать 99% людей этой страны и отрабатывать всю свою жизнь. И не только одно поколение, но и следующее, и следующее, и следующее. И, друзья, это действительно показало мне, в каком мире мы живем и чего стоит человеческая жизнь. Эти страны финансируют долговые обязательства за счет налоговых поступлений и средств из пенсионных фондов или системы здравоохранения. И кризис масс и страны предсказуем. Тогда эту страну и людей, которые в ней живут, будут беззастенчиво эксплуатировать до тех пор, пока не останется ничего. И тогда эта страна просто отбрасывается. А потом они переходят к следующей стране. Разве это гуманно? Разве это цивилизованно? Действительно ли люди не более чем товар? Он пошел еще дальше, до валового внутреннего продукта. Я просто хочу вкратце поделиться тем, что меня очень поразило. Большинство людей не знают и не понимают, что богатство страны измеряется валовым внутренним продуктом. Он рассказал, что в Америке, например, 3 человека владеют таким же капиталом, как половина населения страны. Так что это 3 человека. А теперь представьте себе, 3 человека в этой стране получают 10% прибыли, а половина людей в этой стране получает 3% убытка, а другая половина страны остается на прежнем уровне. Тогда страна фиксирует рост ВВП почти на 4%. Безумие думать, что эта страна получает какую-то прибыль. Люди якобы в выигрыше, но на самом деле им становится хуже. Неужели мы настолько наивны, что продолжаем отдавать этим лжецам и мошенникам нашу жизненную силу, время нашей жизни? Мы должны объединиться. И здесь, Закия, я на 100% с тобой согласен. Единственный формат, человеческий формат, это формат созидательного общества. И этот форум 7 мая еще раз дал мне понять, что нужно просыпаться, говорить и прежде всего делиться как можно чаще, с как можно большим количеством людей, что есть реальный шанс сделать этот форум или этот проект созидательного общества реальностью не только в одной стране, но и во всем мире. Спасибо вам, друзья. Итак, спасибо, Бенни. Спасибо за то, что вы только что сказали. И мы только что увидели видео, что у нас есть большой потенциал. У нас есть такие технологии, которые действительно могут решить множество проблем. И они есть прямо сейчас. Это не мечта и не наше будущее. Они есть уже сейчас. Но весь формат построен таким образом, что мы просто не имеем к ним доступа. И знаете, когда вы даже начинаете думать, как мы можем все изменить, как может произойти этот переход, вы понимаете, что этот переход и доступ к этим новым технологиям есть только в созидательном обществе. И что нам нужно сделать, это просто начать говорить об этом. Просто начать распространять новости о созидательном обществе. Вот так просто. Мы должны создать электоральный запрос. А для того, чтобы объяснить это другим людям, для того, чтобы действительно быть мотивированными, нам нужно действительно понять, какие преимущества
мы получим в созидательном обществе. И я хотел бы спросить наших гостей, поделитесь, пожалуйста, своим видением, как будет выглядеть интересующая вас сфера деятельности в созидательном обществе. Или, может быть, проблема, над которой вы сейчас работаете, может быть решена в созидательном обществе. Не могли бы вы просто поделиться с нами своим пониманием и своим видением созидательного общества? Пожалуйста, Закия, могли бы вы поделиться? Да, конечно. Когда мы говорим о технологиях, особенно если мы говорим об искусственном интеллекте, он действительно творит чудеса. Даже когда случается какое-то бедствие, он предупреждает заранее. И предупреждение явно спасает людей. Это облегчает работу правительства или тех, кто работает с этой ситуацией, ООН или тому подобные организации. Но разве спасти жизнь человека и доставить его в лагерь беженцев — это единственное, что нам нужно? Нет, конечно же нет. Ведь почему возникают эти проблемы? Из-за того, что природа против нас? Из-за того, что природа просто меняется? Нет, это не всегда так. Это потому, что мы пытаемся создать что-то по нашему собственному желанию. Например, я приведу вам пример на примере Индии. Однажды, когда были построены плотины, многое из привычного образа жизни изменилось, чтобы сформировать новые маршруты. А почему? Потому что это было сделано так, для того, чтобы некоторые люди, некоторые бюрократы могли создать большие, очень большие курорты и отели. И в результате этого что произошло? Каков был результат? Если этот курорт, стала ли жизнь в этом районе лучше? Нет, природа взбунтовалась. А в результате этого бунта природы что произошло? Много наводнений, засухи, оползни. Вот такая ситуация. И помимо этого, что еще происходит? Опять же, кризис имущественного законодательства, законов человеческой жизни. Тем более, когда случается беда, не имея большого количества ресурсов, если речь идет о каждом человеке, то всех спасти не удается. И кто-то остается умирать, кого-то вывозят, а кого-то не вывозят из-за возраста или по другим причинам. И что же дальше? Их перевозят в лагерь беженцев и оставляют на произвол судьбы. Просто дают пакет с едой и водой. И палатка с пластиковым покрытием. Это же не то решение, которое нужно человеку. Вот какая польза от создания курортов или чего-то подобного? Я просто беру курорты как пример, ведь это не обязательно должны быть курорты. Они действительно помогают, на курортах много зарабатывают. Кому это помогло? Только правительству, верно? Правительство сделало эту собственность. Правительство получило тендер на строительство плотины, а также строительство дороги. А потом снова случилась катастрофа. И тогда на это бедствие опять будет выделено много средств. Или, может быть, правительство скажет, что им нужно больше денег, поэтому налоги будут увеличены. Но в конечном счете это все ляжет тяжелым ярмом на кого? На меня и на вас. Правительство действительно получает от этого выгоду. Или возьмем пример закона, то, что происходит сейчас. Почему это происходит? Я процитирую несколько слов Билла Клинтона. Если вы помните, было интервью, по-моему, в 2018 году или примерно в это время. В своем интервью он четко сказал, что многие бедствия, произошедшие во время Первой и Второй мировых войн, были меньше тех, что случилось из-за испанского гриппа. И вскоре после этого интервью
Оно не было в 2018 году. На самом деле, в последний раз он выступал в 2020 или в 2019 году. Вскоре после этого интервью мир был охвачен COVID-эпидемией. Я процитировала это потому, что каждый человек, являясь простым бизнесменом, цель которого — заработать, а не жить по велению души, он заботится лишь о своем выживании и получении всех благ, уверенный, что смерть его не настигнет. У него нет понимания, что значит заботиться о всех живых существах, поэтому от таких людей мы не можем ожидать никакой человечности. Было несколько гостей из других стран, Гуджарата или Мумбаи. Люди живут под стенами, где-то в палатках. А почему это скрывают? Потому что они не хотят показывать стране и миру, что даже в Гуджарате, что даже в Мумбаи, даже в мегаполисах сохраняются трущобы. Люди вынуждены жить в палатках. Они не знают, что их ждет в будущем. Они не знают, что они будут есть и пить. Они не знают, что делает страна или политики, потому что они заняты другим. Они просто вынуждены выживать, потому что у них нет буквально базовых, нет удовлетворения буквально базовых потребностей. И они вынуждены думать только о выживании. Они действительно не могут думать о том, что делает администрация страны, или политическая власть, или что происходит в мире. Они заняты только мыслями о выживании. Я помню, кажется, это было в 2016 году, и я отмечала Международный женский день в Асмере. И мне потребовался целый день, чтобы эти женщины поняли, что это их день, потому что они никогда не знали, что значит для них государство. Не было никого, кто вышел бы из правительства или из тех, кто связан с политикой, или тот, кто собирает средства, и дал им понять и осознать, что этот день много значит для них, что это их день. И знаете, из этого дня, с самого начала, я поняла, что они приходят только ради еды. Их совершенно не интересовало то, что я объясняю и говорю им. Вы понимаете всю глубину сказанного? Они были просто очень голодные. Они действительно не хотели ничего слышать. Их глаза, их мысли были с этими пакетами с едой. Они ждали, когда закончатся все эти разговоры, и они смогут поесть. По крайней мере, сегодня они смогут поесть. Я очень прошу людей всего мира, особенно политиков, бюрократов, дипломатов и всех, кто показывает и доказывает, что он лучший для своей страны, для своего народа, для Вселенной и для мира. Вы действительно думаете о тех людях, для которых вы принимаете эти законы? Если да, пойдите и проведите с ним хотя бы один день. Не нужно приходить на ночь, на целые сутки, хотя бы проведите с ними 12 часов. И потом скажите, что вы сделали все, что могли. Если вы можете сказать это, я буду вам благодарна, и я никогда не буду выступать против вас. Но вы этого не сделаете. Почему они создают игру страха? Потому что это дает им имя. Потому что это служит причиной, по которой они получают финансирование. Потому что это причина, которая делает их все более и более популярными. И если об этом узнает, есть такое слово на хинди, которое означает поддерживать себя в устойчивом состоянии столько, сколько нужно. Они не находятся в системе Раджа, но все равно работают как система Раджа.
Они правят годами и годами. Вот есть, например, бассейн, но этот бассейн работает не для меня. Он работает из-за экономической прибыли, ради дохода. Своего рода отношения, которые создают ситуацию страха в жизни других людей. И они правят так, как они хотят, благодаря этому. А что есть у нас? Мы просто ждем. Мы просто ждем, когда придут ангелы и спасут нас от всех этих ситуаций. А ведь есть все, что нужно. Можно было бы легко сделать и привести к нам все необходимое, потому что именно мы платим за все это. Эти деньги не из их кармана. Если вы попросите какой-нибудь парламент отдать их месячную зарплату, внести их месячную зарплату на те или иные цели, сделают ли они это? Нет, никогда не сделают. Это все оплачивается не из их кармана. В конечном счете оплата идет из наших карманов. Но у нас нет даже полномочий спросить, что именно происходит. Нет прозрачности. И я снова это повторяю. И это действительно очень большая проблема. Нам срочно нужно настоятельно требовать создания системы на той основе, на которой мы действительно хотим жить на Земле. Система, которая действительно сможет наконец-то работать во благо человечества, которая действительно сможет дать надежду человечеству, которая действительно сможет работать на человечество, не ставя во главу угла свою жадность. И это может быть, знаете, можно начать с небольшого количества людей, а потом все больше и больше людей присоединиться. Поэтому пришло время налаживать связь между людьми. Все больше и больше людей чувствуют так же, как и мы. И знаете, я еще кое-что добавлю, если у нас есть время. Есть случаи заключения брака мужчины с другой женщиной, потому что в Индии очень часто женятся, а потом просто сбегают. Так вот, мы много раз поднимали эту тему, выходили на улицы и много чего делали в этом отношении. И хотя Сушма Сварадж была, сейчас ее уже нет в живых, но она действительно творила чудеса. Она помогала проводить сильную политику. В Великобритании был один случай, связанный с правителем Дубая. И поскольку у меня там было несколько знакомых, я смогла выйти на них с помощью этих людей. То, как люди помогли достучаться до правительства Дубая, и мы попросили правительство выслать этого человека и отправить его обратно в Индию. И после того, как он приехал в Индию, мы начали юридические процедуры. Но это получилось только потому, что у меня был контакт с этими людьми. Так что связь — это действительно очень важно. Связь по всему миру — это еще важнее. Не знаю. Я действительно пытаюсь донести все проблемы и свое понимание, и пытаюсь понять, правильно ли мое понимание или нет. Yes, thank you. Thank you. Thank you, Zakia. Да, спасибо. Спасибо, Закия. И действительно, похоже, что главная проблема заключается в том, что мы делегируем свою власть нескольким представителям, которые потеряли связь с людьми, над которыми они имеют власть. И это также является причиной того, что технологии, которые мы имеем сегодня, не так доступны большинству людей, потому что сегодня существуют условия, в которых не используется и не распространяется ничего, что не приносило бы прибыли. То есть, если технологии
технология не приносит прибыли, а, допустим, помогает людям, спасает жизни, то она неинтересна и никто ее финансировать не будет. И получается, что единственное решение для этого — перестать делегировать власть нескольким политикам, положить начало самоуправлению в обществе, начать корни менять роль политиков и создавать. Мы, люди, должны создавать условия, в которых жизнь человека будет выше всякой любой прибыли. И только так можно сделать технологии доступными для всех людей и спасти человечество. Так что большое спасибо, Заки. И я хотел бы задать тот же вопрос Бенни. Итак, если близкая вам сфера деятельности или область жизни, по поводу которой вы хотели бы поделиться с нашими зрителями своей идеей о том, как созидательное общество может ее улучшить. Спасибо. Ja, ich danke euch. Du, Marek, oder auch Да, спасибо. ihr habt es ja angesprochen, Technologien. Марик и Александр упомянули о технологиях в наше время. Мы видим, многие люди знают, что технологии, которые мы имеем сейчас, в большинстве своем используются против жизни. И в этом, собственно, и заключается безумие нашего высокотехнологичного времени, что ни одна из настоящих технологий, которые были созданы для жизни человека, не используются для таковой цели. Как вы удачно выразились, все видится только в потребительском ключе, а потребительский формат не может быть за жизнь человека. Он всегда против нее, потому что он ориентирован на прибыль. И мы видим эти технологии сегодня. Производится много совершенного оружия, совершенных ракет и так далее. Мы планируем отправиться на Марс, да, жить там, на этой мертвой планете, вместо того, чтобы спасать здесь нашу планету, которая просто умирает. И мы бы знали, Yes, it turns that it seems that our friend. Да, кажется, наш друг Бенни потерял связь. Так что, возможно, мы можем немножко подождать. Но пока он к нам снова подключится, а тем временем можем спросить Закию. Вы поделились, что правительство на самом деле не поддерживает связь с народом. Так, как бы вы предложили реализовать на практике созидательное общество? Что мы можем сделать, чтобы существенно улучшить любую область нашей жизни? Очень хороший вопрос, и я действительно ждала этого вопроса, потому что это главное, что нам нужно обсуждать. Прежде всего, мы должны объединиться. У каждого из нас одни и те же устремления. И если мы связаны одним и тем же направлением движения, у нас определенно есть одинаковая целеустремленность в работе, вне зависимости от того, финансирует нас или нет. Мы обязательно постараемся сделать все возможное, чтобы найти эффективный выход из ситуации. Например, если вы спросите, как я могу поддержать группу детей в образовании и тех, кто его не может получить, в этом случае я действительно могу оплатить несколько гаджетов для тех,
кто не может иметь возможности учиться. И тогда мы сможем привнести знания с помощью этих технологий. Мы сделаем это, преодолевая все трудности. Один из учителей пойдет с этой технологией, с этим гаджетом и будет обучать разных людей разным темам, потому что это не очень просто для человека преподавать какой-то предмет. Но потом он может сделать эти знания доступными с помощью технологий онлайн-курсов, которые, конечно же, доступны на разных сайтах. Так что это помогает. Такие позитивные моменты вносят много изменений и даже помогли студентам, которые едва не потеряли 2 года. По крайней мере, их перевели на следующий курс, потому что по воле случая, или, можно сказать, из-за жалости ко мне, я не смогла достучаться до многих людей, которые игнорировали студентов в течение 2 лет обучения, потому что у ребят не было просто никаких гаджетов, и они не могли заплатить за ноутбук или мобильный телефон. Правительство должно было взять на себя инициативу. Когда проводится какой-либо семинар или большая свадьба, посреди леса ставят большой проектор. И там можно увидеть много света и информацию. Почему они не могут сделать это для детей? Почему они не приводят эти лампы и проекторы, и эти дипломаты или кто-либо, кто отвечает за эту область работы, за работу системы образования? Люди просто не видят этого, но это можно сделать. Они не могут это сделать без какой-то поддержки. Нам просто очень нужна позитивная связь, регулярные занятия, обмен опытом друг с другом, какими-то деталями, чтобы, может быть, когда-нибудь Александр из техподдержки помог мне в какой-то, возможно, технической проблемой. Или я могу сказать также ему оказать какую-то поддержку. Это то, что мы можем делать. И как только они будут достигнуты в как можно большем объеме и в большем количестве, тогда наступит следующий этап движения, который может стать той платформой, где правительство, ООН и другие, все так называемые структуры, которые отвечают за управление, весь мир спустится к нам и будет вести переговоры. И в это время что именно необходимо? Прежде всего, мы должны стать очень сильными. Нам нужно прийти в эту точку силы. Определенно нужно. И размещать эти дискуссии в интернете, и чтобы люди могли ее посмотреть. Но это еще не все. Мы должны выходить и действовать. Но как? Что я делаю? Так я начинаю говорить о созидательном обществе. Созидательное общество, и об этом начинают говорить на индийском языке, на индийской территории. И общественность обязательно придет к нам. И там будут не только представители какой-то одной страны, а все люди Индии. Там не будет дипломатов, которые гоняются за жадностью и выгодой, а будут только люди, которые являются поддержкой для других. Yes, thank you so much. Да, большое спасибо. Это действительно замечательно, когда мы можем объединить наш потенциал, объединить наше понимание, а также подумать и поговорить о проблемах, которые у нас есть в наших регионах, и начать обсуждение, как это может быть решено в созидательном обществе. Потому что это и приносит нам понимание, это фактически помогает нам начать говорить. Обычно люди обсуждают подобные проблемы где-то между членами семьи, во время каких-то вечеров, например, на кухне
или где-то еще. Но они не говорят об этом открыто. А ведь очень важно начать обсуждение, начать говорить о решении. И было бы очень здорово, будет очень здорово, когда вы увидите, как поднимается волна, и мы увидим, как все возможно, когда мы просто объединимся. Да, я вижу, что Бенни уже вернулся. Тогда было бы очень интересно послушать вас. Не могли бы вы продолжить поделиться своим мнением о технологиях? Да, извините еще раз за связь. Мы обсуждали технологии, которые должны быть использованы для человечества, для медицины, для жизни человека. И есть действительно замечательные технологии. Их не нужно исследовать, они уже есть. И вы спрашиваете, как я представляю себе своих близких, своей семьи, своих знакомых и родственников, как я представляю себе созидательное общество, как эти технологии могут быть использованы по-человечески. И действительно, все эти технологии, будь то свободная энергия, будь то технология быстрого строительства домов, будь то технологии изменения нашего питания наилучшим образом, неважно, что это за технология. Если это человечно, и это для жизни человека, тогда технология у нас на правильной стороне, а для этого нужна наука, исследователи, эксперты, объединение этого комплекса. И это наша великая возможность в созидательном обществе, где мы все объединимся. И тогда технология будет использована там, где она необходима для человечества, для жизни каждого отдельного человека и каждого, всего человечества. И если жизнь человека совершенствуется, если все технологии используются для жизни человека, то автоматически совершенствуется и планета. Тогда природа автоматически улучшается, тогда экономика автоматически улучшается. Это именно то, что приносит технология и созидательное общество. На мой взгляд, оно должно приносить прежде всего одно — время. Время для саморазвития, для раскрытия человеческой жизни, для того, чтобы делать то, что движет человеком изнутри. Делать то, что действительно двигает людей вперед. Не демонстрации или революции, а действительно эволюция человека. И я думаю, что это большое или величайшее преимущество благодаря технологиям, которые позволят нам использовать это время. 4 рабочих дня в неделю по 4 часа. Сколько людей могут себе это представить? Да, сколько людей сегодня могут выдержать 10, 12, 16 часов тяжелого труда? У них постоянный круговорот, который заставляет их бегать в хомячем колесе, не позволяя им даже подумать о том, чтобы было бы неплохо иметь время для себя, иметь время для развития своей собственной личности. И я думаю, что это, вероятно, самое большое возможное преимущество созидательного общества. Время для развития человека, время для человеческого единения и время для человеческой жизни. Разве это не является самым ценным? Спасибо. Спасибо, Бенни. Спасибо, что поделились с нами этими словами. Это очень-очень вдохновляет, что в созидательном обществе у нас будет время на все, особенно время на собственное личное развитие
и время, чтобы больше побыть с семьей, потому что сейчас в повседневной жизни нам этого не хватает. И у нас всегда есть какие-то отговорки, что мы не можем проводить больше времени из-за работы, из-за переутомления или какой-то второй работы, или из-за множества трудностей, с которыми мы сталкиваемся в нашем потребительском формате. Нам нужно иметь больше денег и так далее. Но в созидательном обществе все будет по-другому, с базовым доходом, со всеми возможностями, которые будут у нас, без границ, когда вы можете просто переехать с семьей в любое другое место. Вы получите там квартиру для проживания и сможете проводить сколько угодно времени у океана или в лесу, в горах. И просто это будет все доступно, потому что общество, весь мир создан для людей. Это то, как и должно быть. Так и должно быть в нормальном обществе, созидательном. И я также хотел бы спросить вас, Бенни, могли бы вы поделиться с нами тем, что на самом деле может сделать обычный человек? Например, с семьей, с большим количеством задач, чтобы распространять идеи созидательного общества. Что делаете вы? Пожалуйста, поделитесь своим опытом. Просто начать говорить. Неважно, где я нахожусь. Неважно, что я делаю. Я семьянин. Я общаюсь с людьми. Когда отвожу одного ребенка в детский сад, у всех есть эти проблемы, которые затронул наш форум. Каждый человек знаком с ними. И каждый человек, если вы просто подходите к разговору и просто слушаете, то сможете затронуть каждую из этих тем. А второго ребенка я отвожу в школу. Опять же, там тоже есть родители. У этих родителей тоже есть эти проблемы. Мы можем просто начать брать на себя ответственность. И неважно, отец я или мать, мужчина или женщина, друг я или просто знакомый. Разве жизнь моего друга или жизнь моей сестры или жизнь моего брата не точно такая же? Разве она не имеет такой же ценности, как и моя? Разве я не хочу всегда быть супергероем? Проект созидательного общества дает нам возможность реально защитить и проинформировать о надвигающихся опасностях. И люди, которые имеют связи в социальных сетях, что угодно, Facebook, TikTok, Twitter, мы можем распространить ссылки о нашем форуме. Мы можем распространять ссылки на все эти видеоролики, которые сейчас делаются. Это действительно занимает очень мало времени. Наше личное время, чтобы сделать что-то большое. Мы просто должны начать. Перестать сидеть на диване и смотреть фильмы ужасов, которые не пугают. А потом посмотреть наш форум, который действительно пугает. Пришло время действовать. И мы все можем действовать. И это зависит только от нас. Так что, друзья, сделайте все первый шаг. Выходите и говорите. И тогда что-то большое, что-то действительно большое откроется нам. И созидательное общество будет внедряться повсеместно. Спасибо вам и всем, кто сегодня с нами, технической команде, переводчикам, ведущим, Закие, спасибо. Вы действительно настоящие герои этого времени. И я надеюсь, что не только мои дети, но и ваши будут вам очень благодарны. Спасибо вам.
Danke, Benny. Thank you. I also say that Спасибо, the key Бенни. with us. Я тоже говорю, что ключ в наших руках. А есть ли у вас какие-то пожелания нашим зрителям? Поделитесь, пожалуйста. Сейчас много зрителей, которые слушают нас. Единственное и самое главное, что они могут сделать, это опубликовать эту дискуссию в социальных сетях, в которых они есть, или в любой группе, где они находятся, потому что это определенно заставит человека, который подключается, понять, что именно является мотивом общества и над какими целями мы работаем. Как только они получат информацию после просмотра этого видео, то они смогут также говорить с людьми. И также мы можем говорить с людьми. Вы можете увидеть, что потом они обязательно выйдут и попросят этого конкретного человека подключиться. Так что для наших зрителей лучше всего начать с этого. Помимо этого, какова еще наша роль как части созидательного общества? Ведь это же еще только начало, потому что там, где мы сейчас находимся, мы собрали только один камушек, а нам еще собрать нужно целую Солнечную систему. Так что это огромная работа, о которой нужно позаботиться. Нам нужно построить общество, которое не управляется никакими людьми. Поэтому каждый отдельный человек должен выступить с лучшим, что он или она может сделать. Выступая на каких-то общественных собраниях, везде, где только можно, давая понять, что боли и проблемам никогда не будет конца, но всегда есть способ найти решение. И всегда нужно искать лучший вариант. Никогда не нужно говорить, что стакан наполовину пуст. Он всегда наполовину полон. И пока вы не поймете это, вы не добьетесь успеха. Прежде чем закончить, я расскажу еще одну историю из своей жизни, потому что, хотя я не такой уж и профессионал, но опыт, который я получила в этой сфере, очень большой. И когда я начинаю говорить и рассказывать о своем жизненном опыте, становится очень трудно выбрать, о чем именно говорить и какой именно пример привести. Поэтому, когда я обращаюсь за какой-либо поддержкой к жертвам домашнего насилия или любого другого насилия, особенно к женщинам, я всегда говорю, потому что они не получают никакой поддержки от членов своей семьи, даже от матери. На самом деле матери, сестры, родственники их семей первыми будут против ее решения. Так вот, я всегда говорю, вот я, а вот мой палец. Я просто поддержу вас легким прикосновением пальца. А дальше не рассчитывайте ни на кого. На самом деле никто не может помочь. Только вы. Вы и только вы должны двигаться вперед. Точно так же и каждый из нас должен двигаться дальше, к лучшему, что в нас есть. Только созидательное общество даст нам такие возможности. И этого достаточно, чтобы начать действовать, потому что моральная и другая поддержка очень важны. И вы приходите, общаетесь с людьми и узнаете об их проблемах. У вас в голове много решений. Это хорошо, но проблема существует. Я свяжу тебя с ребятами, и они решат эту проблему. Или может, просто у тебя состояние этой проблемы. Я могу быть полезна, потому что я поговорила с этим парнем, и он сможет помочь, потому что профессионал в этом деле. Вот как мы меняем ситуацию. Вы знаете, сарафанное радио
работает лучше, чем любой другой многоуровневый маркетинг или любой BBC или что угодно. В мире сколько рекламы, и они выпускают сколько публикаций, и это не работает. Но за целый день, когда вы говорите о чем-то, может быть, я говорю о своих очках, может быть, о своем хиджабе. Так что эти слова из уст в уста влияют гораздо больше по сравнению с любой другой информацией. И когда вы говорите о безопасности чьей-то жизни, делаете ее более безопасной, то люди обязательно прислушаются. А они не смогут это игнорировать. Они никогда не будут игнорировать, они оценят и всегда придут. Так что это то, что мы можем делать, и наши зрители могут это делать. Давайте любить. Спасибо. Большое спасибо. Это действительно очень вдохновляющая встреча и вдохновляющий диалог, потому что мы понимаем, что на самом деле все зависит исключительно от нас. И как вы сказали, в одиночку мы можем сделать совсем немного. Но только представьте, что будет, если мы все, весь мир, объединимся одной целью. Это просто... Знаете, вы просто не можете себе это представить. Но это сила, люди, которые имеют доступ ко всем ресурсам, образовательным ресурсам. У нас сейчас есть некоторые технологии, но мы можем разработать гораздо больше. Если все будут хорошо образованы, если у всех будет время и вдохновение, чтобы действительно разработать что-то новое, что-то хорошее для других. И единственный вопрос, который нас волнует, как я могу быть еще полезнее для общества? Как много я могу сделать? Что еще я могу сделать? Как я могу расходовать свое время более эффективно, чтобы сделать жизнь других людей проще, светлее, счастливее? Как это может произойти? Когда вы сделаете жизнь других счастливее, вы будете счастливы сами. И это действительно очень вдохновляет. И, друзья, пожалуйста, если у вас есть свое понимание, если у вас есть свое видение, поделитесь им с нами. Пишите в наши социальные сети, пишите на нашу электронную почту info@creativesociety.com. Вы также можете поделиться своим пониманием с друзьями в социальных сетях. Вы можете использовать все аккаунты. Вы можете взять наши аккаунты в социальных сетях, которые вы сейчас видите здесь внизу. И это действительно то, как это сообщение может быть распространено с нашей помощью, с помощью наших собственных действий, которые сейчас являются наиболее важными. Итак, друзья, сегодня вы услышали множество примеров того общества, в котором каждый хотел бы жить. И нам действительно просто необходимо начать об этом говорить. Потому что это очень важно. И нам нужно создать этот электоральный запрос. Мы должны информировать людей о созидательном обществе. И мы просто должны заявлять, что мы люди, и мы хотим жить. Да, спасибо. И это очевидно, что мы люди, мы хотим жить. И если это будут слышать от каждого из нас, если мы объединимся и создадим этот запрос, тогда у политиков не будет другого выбора, кроме как просто выполнить то, что мы, люди, мы все люди выбираем. И в конце я хотел бы процитировать то, что Жанна говорила на форуме, это очень важно. Каждый день нашего бездействия в потребительском формате общества — это упущенные возможности и загубленные жизни. А каждый день активного информирования о созидательном обществе — это шанс на спасение жизни людей и выживание для всего человечества. Выбор, правда и действия каждого человека сейчас важны как никогда. Поэтому, друзья, то, что мы выбираем сегодня, станет нашей реальностью завтра. И здесь я хотел бы сказать большое спасибо нашим дорогим гостям Заки и Беньямину.
Спасибо всем телезрителям, и мы с нетерпением ждем встречи с вами в одном из следующих выпусков международных дискуссий. Спасибо. Большое спасибо. И мы также приглашаем вас, всех наших гостей, принять участие в качестве гостя в международных дискуссиях и поделиться своим мнением о том, как созидательное общество может улучшить нашу жизнь. Так, спасибо и надеемся увидеть вас с нами. А ты знаешь, что люди перестали молчать? Международные дискуссии. Правда в том, что когда речь идет о миграции и беженцах, это бизнес. Я видел рынок, где детьми открыто торговали. 4 дня мы стояли перед лицом смерти. Снайпер стрелял в нас, и пули пролетали над нашими головами. Если мы не будем решать такие проблемы, как торговля людьми, завтра это можешь быть ты, завтра это могу быть я. Политика движет наукой, а не наука движет политикой. Многие люди хотят, чтобы я прекратила говорить. Но я говорю, нет, эта реальность может коснуться вас и забрать вашу жизнь в любое время. Люди теряют все. 270 триллионов долларов. Где деньги? И где результат? Этот цикл в 12 068 лет представляет собой тактовый цикл. Все эти проблемы, с которыми мы сейчас сталкиваемся, невозможно решить в одиночку. Слава Богу, у нас есть созидательное общество. Выбирать человеческую жизнь вместо валюты. Мы живем в одном большом доме, как одна большая семья. И если эта большая семья станет драться, воевать друг с другом, разрушать стены дома, завтра мы окажемся на улице без крыши и без семьи. На каждом углу мы действительно слышим, что это экономически невыгодно. Но вопрос в том, для кого это экономически невыгодно? Нам, людям, невыгодно спасать свои жизни? Нам нужно собрать вместе весь интеллект, всю науку, всех людей, которые действительно могут что-то сделать. Я думаю, что участники созидательного общества — это новые и настоящие супергерои. Эти люди уже понимают, что нам срочно нужно действовать. Хочешь стать частью перемен? Действуй. Не молчи. Приглашаем тебя на новый сезон международных дискуссий. Посмотри форум «Глобальный кризис». Мы люди, мы хотим жить. Перемены начинаются с тебя.